Всем здравствуйте, меня зовут Милана, я занимаюсь графическим дизайном и рисованием. И сегодня я вам покажу, как можно создать логотип без иллюстратора. Все, что нам понадобится, только доступ в интернет. Открываем любой браузер и пишем в поисковую строку слово Canva. И заходим в первый же открывшийся нам сайт. Итак, мы на сайте. На этом сайте можно создать практически все, что угодно, начиная от документов, презентаций, заканчивая обработкой фотографий для социальных сетей. Но сегодня я вас познакомлю с инструментами, с помощью которых можно создать логотип. Для этого заходим во вкладку «Шаблоны». Здесь уже есть готовые шаблоны, которые рассортированы по категориям, по документам, презентация и так далее. Можем найти вручную логотипы, но также можем и вписать в поиск то, что нам надо. Но давайте сегодня просто воспользуемся кнопкой. Итак, здесь мы видим уже множество готовых шаблонов логотипов. Обратите внимание, что здесь есть как платные логотипы, так и бесплатные. Платные помечены короной. Мы можем пролистать, посмотреть и выбрать то, что нам нравится. Ну вот, например, мне понравился вот этот логотип. Нажимаю на него и нажимаю «Изменить шаблон». У нас открывается вот такое рабочее поле. Тут у нас выходят подсказки, которые облегчат вам знакомство с сайтом. Итак, далее мы можем пойти по 3 путям. Первый из них мы можем оставить шаблон как есть и просто начать его использовать. Второе, мы можем его чуть-чуть изменить. Можем изменить отдельные детали. Для этого можно нажать на каждую детальку и его редактировать. Можно, например, вот в верхней строчке изменить цвет, на какой вам нравится. Вот, например, еще можно изменить вот это. И уже логотип выглядит по-другому. Также можно здесь написать свое название, любое. Например, вот такое. Изначально шрифт останется таким же, как и был в шаблоне. Но, если есть желание, можно выделить и изменить также шрифт. Он меняется вот здесь. У нас выходит такой вот список, где мы можем выбирать и смотреть то, что нам нравится. Это был один из способов, как, используя этот сайт, можно создать свой логотип. Далее есть еще один способ, как можно с помощью этого сайта создать свой логотип. Он немного сложнее, но зато позволит создать более уникальный логотип. Для этого возвращаемся во вкладку «Шаблоны», выбираем логотипы и нажимаем «Создать пустой дизайн». И у нас открывается уже абсолютно пустое поле. Мы также можем снова вдохновиться уже готовыми шаблонами, но я предлагаю создать свой почти что с нуля. Допустим, я занимаюсь изготовлением свадебных свечей, и мне понадобился логотип. Я на просторах интернета нашла 2 картинки, которые мне нравятся. Но я не хочу их брать, я хочу создать что-то свое. Я взяла их как пример и вот разместила тут сбоку. Теперь здесь есть вкладка «Элементы». Мы сейчас соберем наш логотип почти как конструктор. Здесь пишем слово «круг». Итак, сайт нам показывает различные варианты элементов. Есть рамки, в которые можно вставить свое изображение. Есть анимированные элементы, которые двигаются. Но нам в нашем случае нужна вкладка «Графика». И здесь мы ищем то, что нам понравится, либо то, что подходит нашей идее. Вот, например, возьмем вот этот. Мы просто нажимаем на понравившийся нам элемент здесь, и он уже появляется в нашем рабочем поле. Далее мы можем изменить цвет. Нажимаем вот на вот этот кружочек. Ну и, допустим, я хочу, чтобы он был оранжевым. Также с помощью вот этой кнопки мы можем менять размер. А с помощью вот этой поворачивать так, как нам удобно. Ну, я оставлю так, как есть. Далее мы закрываем эту вкладку и пишем сюда свечу. И таким же образом выбираем то, что нам подходит, либо то, что нам нравится. Ну вот, например, мне понравилось вот это. Перетаскиваем ее сюда и меняем размер. Также нам вспомогательные линии помогают все это отцентрировать. Ставим вот так. И точно так же можно изменить цвет. А также здесь можно задать и свой абсолютно собственный. С помощью вот такого круга. Ну вот пускай будет вот такая.
Далее нам нужно добавить разные маленькие элементы. Также закрываем вкладку «Цвет», возвращаемся во «Все» и закрываем. Здесь есть вкладка «Фигуры». Нажимаем сюда и ищем то, что нам подходит. Нам подходят вот такие звездочки. Точно так же изменяем их размер. И, допустим, ставим вот сюда. Точно так же можно поменять их цвет. Также нам сайт предлагает сделать даже градиентный цвет. Ну, допустим, я оставлю их коричневыми. Вот. Также их можно просто скопировать в комбинации клавиш Ctrl-C, Ctrl-V. Так, вот это надо будет удалить. И перетаскиваем туда, куда нам надо. В целом почти готово. Я уже могу убрать свои шаблоны. Теперь я могу вот так вот все выделить и группировать. И теперь весь этот логотип могу менять и передвигать сразу со всеми нужными элементами. Осталось добавить название. Нажимаем на вкладку «Текст» и добавить заголовок. Сюда пишем название нашей компании. Допустим, Candle. Перетаскиваем ниже. Но мне не нравится шрифт. Для этого, чтобы его изменить, сначала все выделяем и нажимаем вот сюда. И подбираем то, что нам нравится. Вот, допустим, вот так. Чтобы изменить цвет шрифта, нажимаем вот сюда. Здесь же также можно отрегулировать размер. Готово. Теперь нажимаем на вкладку «Поделиться» и «Скачать». Скачать можно либо в формате JPEG, либо PNG. И нажимаем «Скачать». Готово. Вот таким образом можно легко и просто создать свой логотип.